Здравствуйте, дорогие телезрители! Продолжаем наш разговор. И сегодня мы продолжаем с вами разговор о СДВГ, то есть синдроме дефицита внимания и гиперактивности. В прошлый раз мы с вами говорили о причинах, начали уже с вами о проявлениях, то есть о симптомах. И сегодня мы поговорим о более тяжелых проявлениях детской депрессии, которая потом приведет обязательно к СДВГ. Это воровство. Вот родители очень стесняются проявлений воровства у своих детей и пытаются всяческими способами, очень жесткими и, можно сказать, жестокими способами бороться с этим проявлением. Да, и они как будто бы справляются с этим. Но причиной, еще раз, является детская депрессия. И поэтому на это очень важно обратить внимание, разобраться в причинах. И лучше всего здесь посоветоваться с профессионалом. То есть профессионал со стороны увидит проблемы в ваших семейных отношениях, и вовремя вы откоррегируете именно первопричину, то есть депрессию вашего ребенка. Дальше это бродяжничество. Это бывает не только бродяжничество такое, знаете, явное, когда ребенок уходит из дома, и, что называется, его нет сутками. А это бывает бродяжничество просто в течение дня. Ребенок бродит, что называется, да? Но бывает и крайние проявления. Помню, еще в то время, когда у нас не было домофонов на входных дверях в подъездах, подъезды были открыты, и в тех этажах собирались, что называется, ребята. И вот помню, ко мне приходит семья с 14-летним мальчиком, и родители недоумевают и говорят: у него все есть. У него вот все на тот момент, то есть там компьютеры только начинались, у него уже компьютер есть. Папа дает ему возможность за городом ездить, водить машину. Ну и так далее. В плане там сладостей и так далее. Значит, вот все есть, а ребенок почему-то время проводит в тех этаже с компанией друзей. И когда я задаю этому мальчику вопрос, если вот все у тебя отнять, все, что родители тебе покупают из дорогих вещей, но зато родители тебя будут любить, ты на это согласен? Он говорит: конечно. Это было просто при родителях. Родители, что называется, были крайне удивлены. Для них это было непонятно. Для них именно любовь – это гиперопека и баловство. А на самом деле это не любовь. Следующее расстройство – это анонизм. Ну, может быть, не очень этично об этом говорить с экрана телевизоров, тем не менее, это факт. Причем я наблюдала это и в дошкольных учреждениях, когда посещала утренники своих собственных детей. И я видела, как дети ерзают на стуле, потом они краснеют. То есть я абсолютно видела четкую картину занятия анонизмом. Да? Ну, помните еще с советских времен, что когда мы ложились спать, родители требовали, чтобы мы руки обязательно клали поверх одеяла. Вот. Ну, а потом, когда наступает уже более взрослый период, подростковый период, никто не видит, чем занимается его ребенок, допустим, в туалете, а он проводит время, анонируя. Почему? Потому что все вот эти расстройства, бродяжничество, воровство, анонизм, увлечение сладким, это все именно говорит о том, что ребенок пытается доставить себе удовольствие, ну вот таким, скажем, неполезным путем, где-то асоциальным, которое может сформировать в дальнейшем нехорошие привычки. Ну вот, я думаю, мы с вами разобрали тему детской депрессии, которая является основой СДВГ. А теперь поговорим немножко о медицинском аспекте,
Он, может быть, будет сложноват, но я постараюсь как можно проще рассказывать об этом. И буду разбирать, если что, потом вы будете мне задавать вопросы. Это так называемые резидуально-органические заболевания у детей и подростков. Или это остаточные отклонения у детей и подростков, связанные с родовой травмой. К сожалению, я как именно детский подростковый психиатр с большим стажем, очень с большой тревогой наблюдаю вот эти все отклонения у детей, с которыми я просто сталкиваюсь на улице, в общественном транспорте, там, в кинотеатрах, да, на улице просто гуляя. Я вижу, как мы на профессиональном языке говорим, как много детей-органиков, и их никто не лечит, и это, естественно, приведет в дальнейшем к тяжелым последствиям. Это не проморгается, что называется. Ну, давайте немножко поговорим о том, что такое родовая травма. Родовая травма – это собирательное такое понятие тех вредностей, которые ребенок испытывает во время родов и в первые часы после родов. Если раньше когда-то, в советское время, меня обвиняли в некоторой гипердиагностике этих отклонений, то сейчас уже откровенно говорят о том, что практически здоровых детей, абсолютно здоровых в плане центральной нервной системы, при рождении нет. Дети все имеют какие-то отклонения. Ну, во-первых, начнем с того, что мало кто готовится к зачатию ребенка. То есть, чтобы это было планово, чтобы действительно, допустим, родители обследование прошли, выяснили, какие заболевания хронические у обоих есть. Заболевания, передающихся половым путем, практически чуть ли не все, да, страдают. Второй момент – питание беременной женщины, подготовка ее психологическая к родам, ну и так далее. И поэтому дети рождаются с некоторыми отклонениями. Это не заболевания, это отклонения. И я хотела бы, вот я специально взяла вот свои записи в руки, чтобы, что называется, ничего не пропустить. И я постараюсь медленно и основательно вам сказать о тех симптомах, на которые надо обращать внимание. А на них не обращают внимания. Ну, во-первых, в раннем возрасте это когда ребенок ночью во время сна принимает странные позы. Причем, значит, ну, они называются органическими позами. Это когда ребенок лицом в подушку, коленочки под себя, попа кверху, так называемая пушечка. А я тут взяла в поисковике, в интернет, так сказать, зашла, и я читаю, так сказать, описание. Если ваш ребенок, а это дети до года, ну, там, до 2 лет такие позы принимают, если ваш ребенок спит в такой позе, он высказывает вам протест против ваших методов воспитания. Да вы что, ребята? Ну, какой протест против методов воспитания? Это ребенок, я вам просто объясняю чисто механически, да, что ребенок находит позу, когда у него открываются, что называется, шлюзы, и внутричерепное давление сравнивается с давлением в спинномозговом канале. То есть у ребенка повышенное внутричерепное давление. А это очень частое осложнение при вот этих вот минимальных родовых травмах. Когда ребенок плачет и закатывается, так называемое, ну, это закатывание, это такое простонародное такое понятие, а на самом деле это называется аффектно-респираторные судороги. То есть ребенок во время плача вдруг замирает на полном вдохе, и как бы плач прерывается, а потом через несколько секунд он продолжается. Тоже родители как-то не обращают на это внимания. Я тоже наблюдала несколько раз вот на улице, там дети играют в песочнице, и вот, допустим, девочка закатилась при мне вот таким вот образом, где-то, ну, годика 2 ей там было, да. И тоже все, так сказать, считают, что, ну, это вот такой чувствительный, такой вот особый ребенок. Это дети, которые плохо спят по ночам.
Это дети, которые скрипят по ночам зубами. Глисты тут абсолютно ни при чем. Это дети, которые ночью садятся в постель или вскакивают, или падают с кровати. Вот. Или снахождения бывают явные, когда ребенок в сонном состоянии, что называется, встает и ходит. Ну, в течение дня это дети очень утомляемые. Они даже выглядят ослабленными, у них пониженный вес, они бледноватые, у них круги под глазами, бывают носовые кровотечения, они плохо переносят транспорт, жалуются на непонятные боли в животе и в ногах. При обследовании медики ничего у них не находят. А у некоторых, наоборот, бывает заторможенность, они такие вялые. Ну, такие дети даже, знаете, они вот педагогам и родителям очень нравятся. Говорят, где положил его, там его и взял. Он никуда не уползет, никуда не убежит, как говорится, все время на месте. Но это вот очень плохо. У таких детей плохой аппетит и избирательность в еде. Они как бы не любят то, что нужно жевать, особенно что-то более твердое. Ну, допустим, мясо такие дети не любят, потому что действительно нужно усилие для того, чтобы с ним справиться. У таких детей бывает недержание мочи по ночам. Вот до 3 лет это считается, ну, редкие эпизоды, это считается как бы нормой, но я не считаю это нормой. А вот потом это уже именно заболевание, которое так и называется – энурез. Этому заболеванию название, когда ребенок во сне мочится. Мочеполовая система здесь абсолютно ни при чем. Это все связано с отклонением в центральной нервной системе. Ну, обмороки – это уже, что называется, всем понятно, что это, так сказать, ничего хорошего, да? Ну вот я еще хочу сказать, что бывает необычное дыхание во время сна. Внимательные родители, особенно мамочки, они обращают внимание на то, что ребенок вот как бы ровно-ровно дышал, а потом вдруг как-то начал очень форсированно дышать, потом замер, а потом опять нормально дышит. Ну вот такое необычное дыхание – это может быть картинка даже эпилептического приступа, потому что эпилептические приступы в основном происходят ночью. Ну, на сегодня мы с вами заканчиваем. Я надеюсь, что информацию, которую я вам рассказала, будет полезна для вас, и вы немножко другими глазами посмотрите на своих детей. Напоминаю, что если у вас есть вопросы, пожелания, вы можете написать мне в телеграм-канал, который вы увидите на нашем экране. И в следующий раз мы продолжим с вами разговор о минимальных мозговых нарушениях у детей, связанных с родовой травмой. И многие взрослые могут узнать себя в детстве и понять, откуда СДВГ. До встречи!